Сегодня мы должны поговорить о важной проблеме, а именно о формировании так называемого Большого Башкортостана. В советский период эта республика именовалась Башкирская АССР. Очень часто мы можем слышать о том, что вот башкирам была дарована автономия советскими властями, и при этом упускается из виду, что на самом деле башкирам автономия была дана только в начале 1919 года, в начальный период советской власти. И это была настоящая башкирская автономия, но это был так называемый Малый Башкортостан, занимающий восточную часть фактически современной Башкирской республики. И поэтому я считаю передергиванием, когда современный Башкортостан объявляется Башкирской республикой. Конечно, по названию это республика Башкирская, но на самом деле произошли некоторые исторические события, которые из первоначально действительно суверенной Башкирской республики сделали совершенно иной политический субъект, входивший в Российскую Федерацию. Вот мы сегодня должны как раз рассмотреть этот процесс и проследить, каким образом произошла трансформация и какая проблема при этом была заложена. Если очень кратко сказать, то в начальные годы советской власти, начиная с 1917 года, из-за развернувшегося национального движения на обломках Российской империи возникли множество государственных образований различных типов. В глубинных районах России, можно сказать, Поволжье, Приуралье, в Средней Азии, там сформировались ряд автономных республик. Они примерно в одно и то же время возникли. Чуть пораньше башкиры оформились в восточной части современного Башкортостана. Но это в 19 году произошло. Но в 20 году уже образовались Туркестанская ССР, Татарская ССР. Также сформировалась и Казахская ССР, и тогда имел другое название Киргизская ССР. Короче говоря, национальные окраины Российской империи понемножечку обрастали государственными образованиями, и большевики того времени выступали за такое оформление России, новой России советской, потому что понимали, что без того, чтобы оформить народы собственными автономиями или дать им другие формы государственности, невозможно было Россию просто восстановить заново в советской форме хотя бы. По этому пути пошли. Но надо сказать, что Татарстан, который оформился несколько позже, чем Башкирская республика, Татарская ССР имела изначально некоторые проблемы, которые восходили к более ранним временам. Об этом мы уже разговаривали. Сегодня просто напомню, что вплоть до конца 19 года татарские коммунисты пытались создать некий остаток штата Идль-Урал в виде Татарско-Башкирской республики. И из-за того, что башкиры сопротивлялись этому, это создать не удалось, и в декабре 19 года Политбюро ЦК РКПБ приняло постановление об отмене прежнего своего декрета о создании такой республики. В итоге пошли по пути создания Татарской ССР. В несколько этапов Татарская ССР была создана в мае и в июне 2020 года, но при этом остался нерешенным очень важный вопрос, а именно в декрете по формированию Татарской ССР был пункт о том, что туда включаются некоторые уезды Уфимской губернии. А Уфимская губерния как раз осталась между Татарской АССР и Башкирской ССР. И это была территория плотно населенная, в том числе татарами и башкирами. И из-за этого возник вопрос, что делать с татароязычным ареалом Уфимской губернии. Но это западные уезды Уфимской губернии.
В итоге для татароязычных ареалов была применена формула, которая вошла в декрет о создании Татарской ССР, о том, что там проведут референдум. Ну, имелась в виду территория Белебевского, Бирского уездов. Поэтому вот в западной части проживало много татар, но там были и группы, которые именовались башкирами, но они были татароязычные. И вот в таком виде прошло определенное время, и мы из документов узнаем, что татарские коммунисты, даже после того, как была создана Татарская ССР, и прежнее решение ЦК по поводу создания Татарской Башкирской Республики было отменено, татарские коммунисты из-под тишка пытались все-таки вот решить вопрос о западных уездах Уфимской губернии в пользу Татарстана. Сейчас мы уже знаем, что эти вопросы поднимались даже на втором съезде коммунистов восточных республик. Там Султан Галиев сделал специальное выступление по этому поводу. И видно, что Султан Галиев и группа, которая с ним была связана, в том числе сидящие в Татарстане в руководстве, они не оставляли надежд воссоединиться вот с татарской частью Уфимской губернии. Конечно, надо уже сказать, что по документам мы понимаем, в 23 году Султан Галиев был низвергнут со всех своих постов и арестован. И известно, что уже в 22 году за ним была слежка ЧК, все его шаги отслеживались, и, видимо, вот его контакты тоже были под наблюдением. Одна из причин как раз того, почему Султан Галиев был низвергнут, заключалась в том, что он очень уж настойчиво предполагал вот создать более крупную по величине Татарскую республику. Там и другие причины были, но эта причина тоже существовала. И вот в таких условиях фактически власти коммунистические в Москве приняли определенное решение по судьбе Уфимской губернии. Как это произошло, расскажет сейчас Ильнар Гарифуллин. Он лучше разбирается в этих проблемах. Пожалуйста. Да, Дамир Малевич дал такой краткий обзор. Я же расскажу несколько более подробно эти вопросы. Прежде всего, если рассматривать историю возникновения Республики Башкортостан, то здесь, в принципе, на ум в первую очередь возникает три даты. Это ноябрь 1917 года, тогда, когда образовалось так называемое башкирское правительство в городе Оренбурге, которое провозгласило создание Республики Башкортостан. Именно вот эту дату башкирская общественность на сегодняшний день считает датой основания Башкортостана. Есть официальная дата, это март 1919 года. Именно в марте 1919 года правительство Ахмедзаки Валиди перешло на сторону советского правительства, и было заключено соглашение, согласно которому Башкирии была провозглашена республика. То есть произошло фактически узаконивание Республики Башкортостан. Есть третья дата, я бы ее тоже выделил как очень важную в истории создания Башкортостана. Это май 1922 года, тогда, когда был издан декрет о вхождении Уфимской губернии в состав Башкортостана или Башкортостана. И в конечном итоге в течение еще 10 лет шли некие перетурбации границы, и к началу 30-х годов мы получили тот Башкортостан в тех административных границах, которые имеем и поныне. Процесс этот очень интересный. Прежде всего, он тесно связан с образованием самого Татарстана. Вот в конце 19 года, а именно в ноябре 1919 года, вышло окончательное постановление советского правительства о закрытии проекта Татаро-Башкирской республики. Конечно, татарские коммунисты, Султан Галиев, Саид Галиев и остальные, они пытались еще раз вернуться к этому вопросу, но так или иначе проект был закрыт, и в январе 1920 года по постановлению Политбюро ЦК РКПБ была образована комиссия по определению границ будущей республики Татарстан. Возглавил ее, эту комиссию, Галимжан Шараф. В прошлом он был одним из, скажем так, авторов проектов штата Идель-Урал, то есть он чертил вот эти границы вот этого штата и вот участвовал в начальный период
в очерчивании границ Республики Татарстан. Так вот, первоначально по этому плану, скажем так, да, разработанному в Татарстане по согласованию с Москвой, предполагалось, что в состав нынешнего Татарстана войдет территория нынешнего Татарстана, а также территории всей оставшейся Уфимской губернии. На тот момент это были 4 уезда Уфимской губернии, да, Мензелинский, Белебеевский, Бирский и Уфимские уезды, и еще частично Стерлитамакский уезд. Вот с Стерлитамакским уездом очень интересная история. Дело в том, что когда в ноябре 2017 года была провозглашена Республика Башкортостан, это состоялось в городе Оренбурге, на территории комплекса Караван-Сарай. Но интересен тот момент, что ни город Оренбург, ни большая часть республики, нынешней Республики Башкортостан, тогда не входила в состав вот этого валидовского проекта Башкортостана. И позднее столица была перемещена в село Тимясово, это на сегодняшний день это Баймакский район Республики Башкортостан. Ну, самый юг республики. Да, юго-восточная часть. Эти территории, вот будет интересно, наверное, нашим зрителям, раньше контролировались до революции знаменитыми купцами ромеевыми, золотопромышленниками. И нам известно также, что Ромеев стал тоже одним из спонсоров, тех людей, которые, скажем так, профинансировали вот деятельность башкирского правительства на начальном ее этапе. В селе Тимясово было, скажем так, не было должной инфраструктуры, там было всего лишь одно такое крупное капитальное каменное здание, тоже доставшееся от Ромеевых. Оно и стало вот тем зданием башкирского правительства, на котором оно размещалось. Позднее, тогда, когда территория Башкирии была оккупирована белыми войсками, особенно после того, как Валиди перешел на сторону красных, все башкирское правительство эвакуировалось в Саранск. Затем оно вернулось в начале 2020 года, и оно ходатайствовало перед Москвой с тем, чтобы им предоставили город Стерлитамак, который по первоначальному плану и по соглашению от марта 2019 года не входил в состав Башкортостана. Они это мотивировали тем, что на территории Башкирии нету крупных городов, ну, можно сказать, вообще их не было, если уж не учитывать только город Белорец, который был русскоязычным, и поэтому, видимо, вот, члены башкирского правительства посчитали, что он не может быть новой столицей Республики Башкортостан. И поэтому им в ходе ходатайства все-таки дали город Стерлитамак, но этот город, скажем так, находился, получается, на самой границе вот этой будущей Башкирской республики. Позднее, в течение 1920 года, башкирское правительство путем разных ухищрений, шаг за шагом нарастило вот этот анклавную территорию около города Стерлитамак, и большая часть Стерлитамакского уезда, именно большая, не вся, так или иначе вошла в состав Башкортостана. Одновременно с этим, как я и говорил, разрабатывались границы будущей Республики Татарстан. И вот очень интересно, в феврале 2020 года, то есть параллельно с этими процессами, которые я описал ранее, в Москву идет письмо от членов башкирского правительства за подписью Ахмедзаки Валиди, Бикбабова и Абдрашитова, Адигамова, которые в этом письме обосновывают тот факт, что оставшая часть Уфимской губернии должна войти в состав Татарстана. Вот это письмо мы сейчас с вами зачитаем. Мы, башкирские представители, гарантируем, что нет и не будет со стороны малочисленных башкир какого-то не было требования. Также в этом письме указывалось, что башкир в пределах Уфимского района Татарской республики, то есть уже предполагалось, что территория Уфимского губернии войдет в состав Татарстана, здесь 355 тысяч, тогда как татар, не включая Казанской, Вятской и Симбирской губернии, составляет 1 миллион 332 тысячи душ. То есть здесь представители башкирского правительства указывают на то, что оставшейся части Уфимской губернии преобладающей массе населения составляют татары. Единственным условием, которое оговаривали представители башкирского правительства, было то, что в будущем эта республика не должна получать термин татаро-башкирского. Вот они что об этом говорят. Единственным условием было, чтобы в названии республики не было термина татаро-башкирская, а только татарская. И в дальнейшем эти представители башкирского правительства, получается, приветствовали именно создание того Большого Татарстана, который был задуман изначально. Этот проект был представлен Большого Татарстана в марте 1920 года. Согласно этому проекту, на территорию будущего Татарстана, в исключении Уфимской губернии, общее количество населения должно составить около 5 миллионов 100 тысяч человек.
Татары и башкиры составили в этой республике около 52% населения. Но вопрос, кстати говоря, о столице так и не был решен, и столица вполне могла быть как город Казань, так и город Уфа. Затем позднее в Москве выработалась некая линия на то, чтобы не согласиться вот с этим проектом, то есть было противодействие и так далее. И в конечном итоге путем политических торгов в мае 1920 года выходит декрет об образовании Татарской Советской Республики. Очень интересно, что эта республика, согласно декрету, включала в себя состав только изначально Менделинский уезд от Уфимской губернии, но судьба Белебеевского и Бирского уездов конкретно в декрете прописывала, что должна была быть присоединена эти территории после референдума, а именно после волеизъявления населения этих регионов. То есть Уфимский уезд Уфимской губернии так или иначе остался уже за бортом. И в течение 1920 года фактически руководитель Татарской республики Сахиб Саид Галеев, тоже выходец, кстати говоря, из уфимских татар, он постоянно пытался выйти на связь как с руководством Уфимского губернского комитета партии, так и с Москвой относительно того, чтобы провести референдум о присоединении Бирского и Белебейского уезда к Республике Татарстан. Но во-первых, руководство Уфимского губкома было, скажем так, противно, точнее сказать, саботировало это. Оно вначале ссылалось на то, что грозит голод, то есть уже приближался 1921 год, и что как бы у властей нет времени на, скажем так, эти консультации, на проведение этого референдума. Затем очень интересный момент. Одновременно с тем, что в течение 2020 года вот эти усилия Саид Галеева не увенчались успехом, в феврале 1921 года неожиданно руководитель Башкортостана на тот момент, уже Мулаян Халиков, я напомню, что в 1920 году, вот в момент образования Татарстана, из Башкирии как раз эмигрирует в Среднюю Азию основатель Башкирской республики Ахмед Заки Валиди, и новым руководителем становится Мулаян Халиков. Так вот, Мулаян Халиков в феврале 1921 года неожиданно, скажем так, собирает комиссию и пишет Москву ходатайство о том, чтобы к территории Башкирии на тот момент были присоединена вся Уфимская губерния, оставшаяся в лице 3 уездов Уфимской, Белебеевской, Бирской и части Стерлитамакского уезда, а также город Оренбург, гора Магнитная, то есть территория нынешнего города Магнитогорск, и там территории вокруг городов Златоуст и место, так называемая Горно-Заводская Башкирия. Здесь надо сделать еще некоторые дополнения вот по этим сюжетам. Сначала, конечно, надо сказать, что когда татарские коммунисты воевали за то, чтобы присоединить Западный Башкортостан, они прямо говорили, что здесь башкиры есть, но они ассимилировались уже с татарами. Вот такая формула была. Действительно, эта зона была татароязычной, это дело отнюдь не новое, поэтому здесь языковых проблем на самом деле не было. Этнически, может быть, там кого-то можем назвать башкиром, кого-то татарином, но это население было перемешано между собой, и невозможно было отделить две эти группы друг от друга. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что татарские коммунисты, которые хотели создать вот крупную республику, они не до конца осознавали, что в Москве нет больно желающих создать такую крупную республику. И вот в этой связи было упоминание Халикова. Султан Галиев прямо писал, что Халиков является агентом ЧК. И поэтому, когда он выступил с инициативой присоединения вот этих территорий к Башкортостану или к объединению с Башкортостаном, я думаю, что он просто использовал импульс, посланный из Москвы. Он выполнял некое задание для того, чтобы расколоть, во-первых, татар на две части, оставшись в Татарстане и Башкортостане, а во-вторых, вот не дать возможности созданию крупного субъекта в лице Татарской ССР. Если был бы создан крупный субъект, он мог претендовать на другой статус, и татары хотели такой статус получить. Я думаю, что вот на пересечении разных факторов и возникла идея, потом реализована в виде политического проекта, вот объединение двух этих единиц Уфимской губернии и Башкирской ССР. Ну, здесь я должен еще раз уточнить, этот момент. Действительно, в 1920 году, когда Ахмед Заки Валиди эмигрировал из Башкирии в Среднюю Азию, Султан Галиев, Мирсаид Султан Галиев, на тот момент крупный политический лидер, то есть фактически идеолог
мусульманского мира на тот момент, он пытался установить связь с Ахмедзаки Валиди, писал тайные письма, часть которых была позднее перехвачена ОГПУ. Так вот, он эти письма всегда отправлял на тот момент Адигамову, одному из руководителей и министру просвещения Республики Башкортостан. И в этих письмах он напрямую указывает, что Мулаяну Халикову он не доверяет, подозревает его в сотрудничестве с ОГПУ и говорил о том, что вот эту связь с Ахмедзаки Валиди надо поддерживать в лице только самого Адигамова и Мусы Муртазина. То есть фактически это известный башкирский генерал, то есть фактически Султан Галиев доверял только Адигамову и Мусу Муртазину. И вот одна из причин, кстати говоря, почему позднее Султан Галиев был репрессирован, то есть формальная, кстати говоря, причина, там настоящих причин-то было много, но формальной была то, что Султан Галиев, не известив партию, а именно Москву, советское правительство, пытался установить контакты с Ахмедзаки Валиди и хотел возвращения его обратно в Башкирию, вообще на территорию Советского Союза, с тем, чтобы в дальнейшем с помощью Ахмедзаки Валиди и других лидеров тюркских народов защищать общие интересы мусульман Советского Союза для отстаивания их интересов перед Москвой. То есть фактически здесь можно сказать, что Султан Галиев, кстати говоря, тоже выходец из Башкортостана, из Кармаскалинского района. Он пострадал, во-первых, из-за того, что пытался отстаивать интересы всех мусульманских тюркских народов, проживающих на территории Советского Союза. Во-вторых, он пострадал из-за того, что пытался вернуть Ахмедзаки Валиди обратно в Башкирию. И вот здесь как раз тоже интересный момент. Как я сказал, в феврале 2021 года Мулаян Халиков пишет письмо, ходатайство с тем, чтобы Уфимскую губернию присоединили к Башкирии. И это вот как раз коррелирует резко с тем, что всего лишь год назад, в феврале 1920 года, Ахмедзаки Валиди, Бикбабов и Адигамов, они наоборот писали, что Уфимская губерния не нужна Башкортостану, так как здесь большинство населения проживает, это татары, и эта территория Уфимской губернии должна быть присоединена к Башкирии. То есть за год, естественно, позиция самого башкирского правительства не могла измениться, они, естественно, так как и этническая ситуация на этой территории, но резко, видимо, изменились какие-то обстоятельства в Москве, из-за чего Мулаяну Халикову кто-то мог дать отмашку на то, чтобы он сделал такой запрос и на то, чтобы Уфимская губерния была присоединена к Башкирии. Мое личное предположение, гипотеза, что это, скорее всего, мог быть Иосиф Сталин, который как раз был главой Наркомнадза, и он фактически контролировал вот эти все вопросы, связанные с республиками национальными и народами Советского Союза. Надо сказать, что для прокручивания такой операции были созданы благоприятные условия в связи с голодом. Вот голод 1921 года, он сильно ослабил республики, в том числе Татарстан тоже, и потом татарская элита там тоже находилась в плохой ситуации. Вот дело Султан Галиев не зря возникло, предпосылки были до этого уже. И поэтому, когда внезапно Москва обнародовала декрет о создании Большого Башкортостана, это 14 июня 1922 года произошло, там формулировку, все время в советский период писали, что декрет был о расширении границ Башкирской ССР за счет упразднения Уфимской губернии. Формально так и произошло. Но когда вот это образование возникло, более крупное, один из башкирских политиков, Заки Валиди, дал такую трактовку, что это Башкирская АССР была присоединена к Уфимской губернии, а не наоборот. То есть он понял, как старый политический деятель, что на самом деле это идет во вред и самим башкирам, потому что в результате вот в этом крупном башкирском образовании, так называемом, возникла совершенно иная этноязыковая, этнокультурная ситуация, которая резко отличалась от того, что первоначально башкирские политические деятели задумали. Это серьезный вопрос, мы сейчас его рассмотрим, но я вот просто хочу сказать, что при образовании Большого Башкортостана татарские коммунисты, которые уже внутри Татарской ССР находились на разных эшелонах власти, они не совсем одинаково, видимо, отнеслись к этому процессу, но вот сохранились две работы Галимджана Ибрагимова, выходца из Башкортостана, он был из Мишарей,
и он прекрасно понимал, что происходит в Башкортостане. И Галимжан Ибрагимов в этих статьях рассуждал на тему о том, почему необходимо вот татарским коммунистам относиться спокойно к формированию этого нового политического субъекта, который поглотил часть территории, которые должны были отойти к Татарстану. Ибрагимов рассуждал так, что все мы будем идти к мировой революции, все будем находиться на совершенно других политических условиях, пролетариат будет и там править, поэтому неважно, как нас будут делить. К тому же, вот, внимание, он считал, что из-за функционирования на этих территориях татарского литературного языка, башкирского литературного языка еще не было, Ибрагимов был уверен, что даже в двух республиках, Татарская и Башкирская ССР, в дальнейшем будет существовать один общий литературный язык, татарский. И он прямо писал, что вот мы будем находиться под общим культурным зонтиком, и поэтому нет проблемы, он считал. Я думаю, что вот коммунисты типа Галимжана Ибрагимова, он, в общем-то, национально ориентированный коммунист был, они допустили серьезную ошибку в оценке вот ситуации, которая складывалась. Ну да, в первую очередь он ведь мыслил все-таки как прагматичный политик, да, думал, что зачем будет создаваться какой-то новый литературный язык башкирский, если уже часть башкирского населения в качестве литературного языка пользуется татарским. Я это подчеркну особо, потому что все документы башкирского правительства эпохи Ахмедзаки Валиди, они все писались на татарском языке. Это общеизвестный факт, потому что башкирского литературного языка еще на тот момент не было. Но Галимжан Ибрагимов, видимо, не учел тот факт, все-таки это был еще 21-22 год, что в будущем проекте вообще Советского Союза для каждой национальности, которая получила или даже не получила свою национальную республику, под нее будет создаваться вся инфраструктура. То есть это не только, грубо говоря, школы и какие-то культурные учреждения, театры, но и свой собственный литературный язык. То есть раз есть Республика Башкортостан, раз есть башкирский народ, то неважно, может он применять татарский литературный в качестве литературного языка или нет, но для него отдельно будет создаваться башкирский литературный язык. И позднее, действительно, в 1924 году, силами в том числе татарских филологов, был создан отдельный башкирский литературный язык, как раз основанный на языке, на диалекте горных башкир. И как раз вот тоже, это тоже явилось одной из тех вещей, которая стала, скажем, там, камнем преткновения для будущих межнациональных отношений в Республике Башкортостан. Но вот возвращаясь к проекту Республики Татарстан, я все-таки должен отметить, что вот включение этих двух уездов, Белебеевского и Бирского уезда, особенно в состав Башкортостана, оно в будущем предопределило все межнациональные проблемы, которые на сегодняшний день существуют, в том числе и татарский вопрос. Вот многие башкирские пропагандисты, они утверждают, в том числе там Салават Хамидуллин и все остальные, они утверждают о том, что вот якобы жители Уфимской губернии хотели присоединиться к Башкортостану, и создание Большой Башкирии — это как бы объективный процесс, что здесь большинство населения составляли башкиры и так далее и тому подобное. Но имеется, во-первых, сведения о том, что в период вот этих обсуждений декрета об образовании Татарстана в Москве в начале 2020 года были прошения представителей от Бирского и Белебеевского уездов. В частности, об этом упоминает Сахиб Саид Галиев в своих воспоминаниях. Также еще в период, даже в 2021 году, тогда, когда Муллаян Халиков написал свое ходатайство в Москву, там также в Москве, несмотря на голод, также побывала группа коммунистов от представителей от Белебеевского уезда, которые также требовали включения их в состав Татарстана. Об этом, кстати говоря, в своих работах упоминает известный американский исследователь Дэниел Шефер, который писал свою диссертацию по истории Республики Башкортостан и покопался во многих архивах московских, и там как раз сведения о поездках от представителей белебеевских коммунистов в Москве зафиксированы. К сожалению, вот пока что мы не располагаем всеми эти данные, но в будущем, надеюсь, историки поподробнее нам об этом расскажут. Вот, извиняюсь, тут надо вот некоторые цифры привести все-таки, чтобы можно было конкретно представить. Вообще-то после присоединения Уфимской губернии к Башкирской ССР одновременно были присоединены вместе с башкирами 600 тысяч татар. А вот те башкиры, которые были воссоединены с Башкирской ССР, они были в основном татароязычные.
мы имеем четкие данные переписи 1926 года, то есть прошло совсем много времени, и они показывают, что половина башкир своим родным языком назвали татарский язык. Это как раз вот были западные башкиры, которые вошли вместе с татарами в составе уфимских уездов в рамки вот Башкирской ССР. То есть возникла совершенно новая картина, этнокультурная, этноязыковая, это особенно важно подчеркнуть. И когда вот начались языковые дела, то были организованы специальные экспедиции по Башкирской ССР для того, чтобы увидеть, где какой язык функционирует. И тогда эти материалы, они до сих пор сохранились. По ним прекрасно видно, что не только вот перепись показывает, но и данные лингвистических исследований показывают, что башкиры, которые еще имелись в западных районах Башкортостана, они объявили, что они татароязычные. Но есть еще, помимо данных 26 года, есть очень интересные данные по переписи 1920 года. Так вот, я вот хотел бы их озвучить. К примеру, по переписи 1920 года вот в Бирском уезде население всего составляло 656 тысяч человек. Из них татары составляли почти 36%, башкиры почти там, 23%, русские 26%. То есть вместе татары и башкиры составляли 58%. В Белебейском уезде проживало 595 тысяч человек. Из них татары составляли уже 46% населения, башкиры 15%, и вместе они составляли 61% населения. Это вот именно конкретно даже мы можем проследить, что в число башкир здесь, естественно, учитывались и так называемые татароязычные башкиры. А данные переписи 1926 года интересны именно тем, что они как раз напрямую показывают, то есть тот момент тогда, когда уже в 1926 году имелся отдельный башкирский литературный язык, то есть уже на основании этого мы видим то, что почти половина, как говорил Дамир Исхаков, что почти половина башкир были учтены, то есть в переписях заявили, что их родной язык является татарским, татароязычным. То есть также и еще интересный момент я бы упомянул, вот надо все-таки, мне кажется, для того, чтобы наши зрители представили себе вот эти Белебейский и Бирский уезд, надо продиктовать, какие районы современные Башкортостан туда входили. К примеру, Бирский уезд составлял по площади 22 тысячи квадратных километров и включал в себя территорию нынешнего Аскинского, Янаульского, Татышлинского, Караидельского, Бакалинского, Бирского, Бурайского, Дюртюлинского, Калтасинского, Мишкинского, Краснокамского, Балтачевского и частично Чекмагушевского, Кушнаренковского районов. То есть территория Белебейского составляла почти 21 тысячу квадратных километров, включалась в земли 12 нынешних западных районов Башкортостана. Это Альшеевский, Бакалинский, Белебеевский, Бишбулякский, Благоварский, Буздякский, Давлекановский, Ермекеевский, Миякинский, Туймазинский, Шаранский, Чекмагушевский, а также часть территории Илишевского и Стерлибашевского районов. То есть это, если мы представим на сегодняшний день этническую ситуацию в Башкортостане, это именно те территории, где основную массу населения составляют татары. И вот эти территории, согласно декрету об образовании Татарстана, мая 1920 года должны были войти в состав Республики Татарстан, но из-за директивных решений, которые были продиктованы из Москвы, в мае-июне 1922 года они были присоединены к Башкортостану. Это вот здесь вполне очевидно, если изучить лингвистический состав населения, этнический состав населения, что если бы референдум был разрешен, то эти территории 100% были бы частью Татарстана. Именно поэтому референдум и не был проведен, потому что это угрожало интересам Москвы. Они не хотели крупного Татарстана, из-за этого вот такое решение состоялось. И, конечно, вот такие изменения фактически привели к тому, что внутри Башкирской ССР одновременно с формированием Большого Башкортостана сразу возникла татарская проблема. Она, как иногда думают, не новая, совершенно не современная, всегда существовала эта проблема. И мы уже в 30-х годах в партийных документах начинаем видеть, каким образом начались столкновения интересов башкирской элиты партийной с татарами, потому что возник вопрос о том, на каких языках преподавать в школах, потому что начал формироваться башкирский литературный язык, и возник вопрос, на каких языках обучать детей в школах. И мы можем видеть в партийных документах такие формулировки, что вот татарский язык тут мешает башкирскому языку. Видимо, такая проблема была, потому что татарские школы существовали действительно, это старые школы, на этом языке всегда там преподавали, еще в религиозных мадресе тоже обучение на татарском шло. И это говорит о том, что в 30-х годах вот эта проблема начала раскручиваться, но не успела получить полного завершения.
Однако вот московская политика, конечно, одномерную политику не вели, поэтому мы обращаем внимание на то, что когда была принята Сталинская конституция, там были заложены некоторые меры смягчения ситуации. Так ведь? Так, да. Ну, конкретно вот есть данные как раз языковых экспедиций конца 1920-х годов, где как раз было установлено о том, что вот население Западного Башкортостана как раз родным языком для них является татарский язык, и на основании этого вот эти попытки насильственного внедрения башкирского языка как родного, да, в образовательной системе как раз привели к тому, что население этих территорий изъявило желание, не просто же изъявило, оно признало свой родной язык татарским, потому что оно действительно разговаривало на татарском языке. И обучение здесь также было проведено на татарском языке. Но здесь очень много интересных вещей. К примеру, вот на местах, также вот в начале 30-х годов, вот эти попытки насильственного введения башкирского языка в качестве родного для татарского населения, оно встречало отпор как самого населения, так и партийных деятелей этих местностей, так как они, естественно, понимали, кем они являются этнически и какой язык для них родной. К примеру, вот на основании вот этих вещей в постановлении второй сессии башкирского ЦИКа 8-го созыва в 1930 году, где рассматривался вопрос о реализации башкирского языка, и в латинском алфавите имеются, допустим, такие строки о неком татарском великодержавническом тенденции к башкирам, конкретно детализируется, что под этим подразумевается. А именно, здесь Башком Нарпросу вот это ЦИК требовал принять решительные меры к изжитию подмены преподавания башкирского языка татарским языком. То есть фактически вот попытки введения башкирского языка в качестве родного, они не увенчались успехом, и поэтому уже вот башкирские чиновники, скажем так, в начале 30-х годов пытались заново вновь и вновь ввести башкирский язык именно под видом родного. Но ситуация этническая была другая, иная, и поэтому в первой общепризнанной конституции Башкирской автономной Советской Социалистической Республики 1937 года татарский язык наряду с башкирским и русским фактически был признан государственным языком официальным. На татарском языке, как и на башкирском и русском, издавались законы, принятые Верховным Советом Башкирской ССР, также постановления башкирского правительства, и также на этих трех языках, башкирском, татарском и русском, велось дело производства в Верховном суде и в других судебных инстанциях. То есть фактически татарский язык стал государственным неофициальным языком Башкортостана и Башкирской Республики вплоть до декабря 1978 года. И в принципе все современные национально-культурные проблемы, все вот эти споры о том, кто живет на западе Башкортостана, да, какой язык для них родной, они все имеют в конечном итоге истоки именно в этих политических процессах начала 20-х годов. Если бы на тот момент, вот согласно постановлению об образовании Татарской Советской Республики мая 1920 года, все-таки хотя бы Белебеевский и Бирский уезд были присоединены к Республике Татарстан, как и предполагалось, как и изъявляло свое желание населения этих территорий, то современная Республика Татарстан составляла бы по площади не 68 тысяч квадратных километров, как на сегодняшний день, а 111 тысяч квадратных километров. И проецируя вот на демографические процессы, которые прошли за 100 лет, мы можем в принципе просчитать, что и население Татарстана сегодняшнее составляло бы не 3 миллиона 900 тысяч, как сейчас, а около 5 миллионов 100 тысяч человек. То есть это была бы большая крупная республика, которая, несомненно, по своей площади, по своему населению, экономическому потенциалу реально претендовала на то, чтобы быть объявленной союзной республикой. Но присоединение этой территории к Башкирии на самом деле породило все межнациональные проблемы, на которые на сегодняшний день имеются, и также фактически сделало такую мину замедленного действия под сам Башкортостан, потому что башкиры, как государство, как республика, образующая этнос, народ, фактически стали меньшинством в результате вот этого присоединения Уфимской губернии к Башкирии в 1922 году. И из большинства населения превратилось в меньшинство, а именно около 23% населения республики. То есть фактически этим решением был нанесен удар как по интересам татарского народа, так и по истинным интересам башкирского народа. И
Говоря о том, что вот это именно инициатива Москвы, здесь можно просчитать еще и по таким действиям, что после того, как в 22 году была присоединена Уфимская губерния Башкортостану, в течение вот этого 22 года обратно были отсоединены вот эти территории горно-заводской Башкирии, то есть это территория вокруг городов Златоуст, Миас, которые входят на сегодняшний день в состав Челябинской области. Позднее был отсоединен Яланский кантон, это территория Курганской области, Токчуранский кантон, территории Оренбургской области, и в начале 30-х годов последний анклав — это Аргаяшский кантон, это на территории нынешнего Кунашакского и Аргаяшского района. То есть фактически вот это вымывание вот этого татаро-башкирского населения, да, фактически уменьшение его относительной численности в составе Башкортостана продолжалось в течение всех 20-х годов. И здесь мы как раз и видим такую целенаправленную политику национальную на то, чтобы все-таки самоопределение как башкир, так и татар в рамках Башкортостана стало более проблематичным, учитывая, что их в процентном соотношении в результате вот этих отсоединений территорий стало в итоге меньше. Вот завершая, можно сказать, что, конечно, история не имеет сослагательного наклонения. Сейчас можно как угодно рассуждать, но вот история пошла так, как она пошла. И начиная с 30-х годов, мы знаем, начались массовые репрессии. И фактически до 50-х годов ни в Татарстане, ни в Башкортостане никаких речей о национальных проблемах просто не могло быть. Но начиная примерно с постсталинского времени мы можем обнаруживать, что в Башкортостане опять старые подходы подняли голову. И с начала 50-х годов в Башкортостане опять некоторые ученые заговорили о том, что языковая ситуация такая, что северо-западные говоры башкир существуют, что это не татарский, а башкирский язык. То есть старая колея опять появилась, и как бы противоборство начало возрастать. Этому противоборству особый импульс придавал то, что башкир было на самом деле в республике мало. 1/5 часть, в лучшем случае, населения, это башкирскую элиту политическую, коммунистическую, очень беспокоило. И мы до сих пор это продолжаем видеть. Но вот последствия прежних лет сказываются до настоящего времени. Поэтому те вопросы, которые имеются во взаимоотношениях татар и башкир в Башкортостане, это как бы сейчас уже история столетней давности, не сегодняшнего дня. Я думаю, что эти вопросы будут и дальше оставаться на повестке дня. Мы должны просто внимательно смотреть, как происходят современные процессы, чтобы наш народ понял, что процесс этот не имеет однозначного решения, но все равно рано или поздно должен найти нормальное политическое решение. Пока решения этого вопроса нет.